Пресс-конференция началась с демонстрации видеоролика, подготовленного сотрудниками МЧС, о соблюдении правил пожарной безопасности в общественных местах. Пройденная проверка торговых и курортных объектов, школьных и дошкольных учреждений показала плачевное состояние в деле соблюдения правил пожарной безопасности. Пансионаты, санатории, дома отдыха, садики, школы, места общественного скопления людей. И если мы сегодня не будем говорить и ставить эту задачу открыто, завтра может быть непоправимые моменты, с которыми мы все будем жалеть, и исправить ситуацию будет невозможно. Акцент также был сделан и на центральный рынок столицы, который застраивается с каждым днем все больше и больше. В случае чрезвычайной ситуации подъехать к такому объекту будет очень сложно, говорят специалисты. Рынок и Сухумский, и Гальский рынок, везде, во всех рынках, да не только в рынках, ситуация, конечно, очень сложная, и она требует определенных решений. Штрафы в 600 рублей для юридических лиц и 300 для физических никого на сегодняшний день не пугают. Именно такая сумма является наказанием для недобросовестных предпринимателей. В свою очередь вице-премьер Аслан Кубахи отметил, что время штрафов ушло. Теперь на тех, кто не соблюдает правила пожарной безопасности, будут подавать в суд и требовать закрытия объектов. Аслан Кубахи поручил Льву Квицине подготовить списки объектов, которые работают без разрешения МЧС. Люди, которые там занимаются торговлей, они платят налоги. Ты, если объявился в лице хозяина, как госпредприятие, а и в госпредприятии хозяин назначается. Если тебя назначили, дорогой мой друг, наводи там порядок. Если не можешь, придут другие, более предприимчивые, которые и пожарную безопасность подготовят, и все остальное. Мы будем ставить вопрос о руководителе этих предприятий, если там не будет наведен порядок. Потому что, когда им надо, они очень четко все там исправляют как надо. Проверка МЧС показала, что многие частные детские сады работают без соблюдения правил пожарной безопасности. По мнению секретаря Совбеза Мухаммеда Килба, никто не имеет права рисковать безопасностью детей. К великому сожалению, не всегда мы с позиции закона и законодательства подходим. Люди получают, то есть субъекты бизнеса или какой-то определенной деятельности, курортного или торгового или другого характера, они получают лицензии без заключения пожарных служб. К великому сожалению, это сплошь и рядом. Участники пресс-конференции подчеркнули необходимость в короткие сроки обязать всех, кто не соблюдает правила пожарной безопасности, привести в порядок объекты. Если условия не будут выполнены, в отношении нарушителей будут приняты решительные меры, вплоть до закрытия объектов. Рената Шакай, Алексей Гухова, Абхазское телевидение.